потому что все люди вынуждены платить, так как жилищный кодекс, чтобы народ был более сговорчивый, внесли поправку. Если у тебя задолженность по оплатам услуг ЖКХ, квартиру могут изъять решением суда, продать с молотка и на эти деньги рассчитаться с коммунальщиками. Мы предлагаем объявить коммунальную амнистию людям, и у кого есть задолженность по тарифам услуг ЖКХ. Во-первых, ЖКХ заморозить, во-вторых, освободить людей от той задолженности, которая имеется, списать долги с населения, чтобы с чистого листа люди бы вошли в 2016 год, еще в 2015 году предлагали, с теми же самыми ценами, что и в 2015 году, но без каких-либо задолженностей. Правительство говорит, мы на это пойти не можем, зато в этом году простили долги Узбекистана и Монголии. Ни одна страна в мире, которая брала в России в долг, никогда деньги нам не возвращали. Им, извините за непарламентский лексикон, по-моему, в западлоном деньги отдавать. Украина там вообще уже в открытую сказала. Долги возвращают трусы, никакие 3 миллиарда долларов мы вам не вернем. Хотя Жириновский предлагал, ни копейки им не давайте. Не надо никому ничего давать в долг. У Российской Федерации нет таких союзников, чтобы мы постоянно оплачивали их к нам любовь. Вот когда наш бомбардировщик сбили турецкие ВВС F-16 над территорией Сирии, вы видели, чтобы хоть одна страна возмутилась действиями Турции? Тишина. Все сидят, молчат. Зато турки сразу попросили собрать совет НАТО, прибежали там, что мы делать будем. Мы тут немножко погорячились. Сейчас нам надерут одно место российские военнослужащие. Но зато за Россию никто не заступился. Все наши проблемы мы всегда решали сами. Но почему проблемы других стран мы тоже должны решать за свой счет? Но вот обратите внимание, министр монгольский приедет к себе в Монголию и скажет, я хороший министр, я договорился, мы теперь России ничего не должны. А наш министр что приедет нам скажет, Улюкаев? Я хороший министр, я договорился, и Монголия нам теперь ничего не вернет. Это как мужик домой придет, жена сидит и 5 детей. Он говорит, я молодец, я соседскому мужику дал денег, вдруг, или семья кушать хочет. Ну и вот не вернул, я простил, уже тяжело. А нам что есть? Ну иди ты семью и живи. Может нам всех Лига справедливости тут. Монголия, Узбекистан, пусть они там поднимают их экономику. А к нам нужно таких министров, чтобы они заботились о нашей стране.